Зеленодольский работал тренером по легкой атлетике. Да, я работал. Выпускник Поволжской академии спорта и туризма, многократный чемпион по легкой атлетике Альберт Газизов мечтает сделать карьеру тренера. От армии уклоняться не стал. Его отец воевал в горячих точках. Теперь и Альберт будет постигать эту мужскую школу жизни. Тем более служить будет в Кремлевском полку в Москве. А это непросто. Я думаю, что будет дальше труднее. И настраиваю себя уже на трудности. Волнуюсь только в том случае, что приедет мама, допустим, если у нас отправка будет, и вижу слезы матери. Житель Альметьевска Денис Зарубин только летом окончил магистратуру инженерного института КФУ и тоже попал в элитные войска, в научную роту. Как узнал о призыве, сам написал заявление. Подумал, что это очень хорошо для меня будет, очень перспективно, и я готов развиваться и очень хочу развиваться и в плане умственном, в плане физическом. Научная рота, в которую попадут призывники из Татарстана, находится в военном технополюсе в Анапе. Там ребята будут разрабатывать интеллектуальные системы управления робототехникой и современные бронезащитные материалы. Здравствуйте, товарищи татарстанцы. Есть чему учиться. И хотя желают здравия эти ребята пока в разнобой, их все равно называют достоянием республики. Все равны как на подбор, репутация безупречная, образование высшее или среднеспециальное. Добираться до воинских частей будут в спецвагонах. Поставляются отдельные вагоны плацкартные, и там едут только они, только призывники. Смешивание с гражданским населением не происходит. Вагоны планируются таким образом, чтобы заполняемых и было 27 человек и более. Начало осеннего призыва – это первая отправка ребят в так называемые элитные войска. Их всего 20 из почти 3000 призванных с начала осенней кампании. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.